Здравствуйте, это вечерние новости. В студии Влад Давыдов. Смотрите в выпуске. Лесные пожары отступают. Глава Якутии отменил режим МЧС регионального характера по лесным пожарам. Свая забита. В Намцах началась стройка нового здания дома престарелых и инвалидов. В какие сроки появится объект? Социальная газификация. Жители Якутии могут подать онлайн-заявление о намерении заключить договор о бесплатном подключении газа. Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Документ принят в связи с локализацией крупных лесных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда и отменой режима ЧС в лесах муниципального характера Вилюйской, Центральной, Заречной групп районов. На сегодняшний день в Якутии угрожающих населенным пунктам и объектам экономики лесных пожаров нет. Напомним, режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 23 июня этого года. В ходе очередного заседания Республиканского оперативного штаба глава Якутии Айсен Николаев сказал, что по республике заболеваемость новой коронавирусной инфекции выросла на 7%. В большинстве районов рост заболеваемости связан с началом нового учебного года и возвращением людей из отпусков. Но есть районы, в которых рост заболеваемости прежде всего связан с низким уровнем вакцинации населения и приездом большого количества людей для участия в тушении лесных пожаров. Главы поселений на особом контроле должны держать работу детских садов и школ, постоянно анализировать заболеваемость среди детей и педагогов и при выявлении новых случаев коронавирусной инфекции незамедлительно принять все меры ограничений. Кроме того, главам муниципальных образований поручено держать на особом контроле проведение общероссийского голосования с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований. Также глава республики Айсен Николаев наградил участников борьбы с лесными пожарами всего знак отличия, памятный знак Республики Саха-Якутия, а также грамоту получили 33 сотрудника ведомственных организаций, добровольцев и волонтеров. Кроме того, в ходе мероприятия Айсен Николаев поблагодарил огнеборцев за самоотверженный труд и сплоченность перед лицом огненной стихии. Эта огненная ситуация нас сплотила. И одним фронтом мы начали больше понимать, скажем, не только друг друга, но еще и наше окружение. То есть и лес, и тайгу, и обитателей нашего леса. Через наш штаб, общественный добровольческий штаб, было 1286 человек было привлечено, и они были отправлены в точки, то есть огневые точки. В райцентре Намского Улуса в торжественной обстановке забили первую сваю нового здания Дома престарелых и инвалидов. Объект строится за счет федеральных денег в размере более 550 миллионов рублей. Репортаж Ульяны Шагиной. Объект будет построен в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». Цель проекта в первую очередь увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан пожилого возраста. И одно из основных мероприятий – это, безусловно, укрепление материально-технической базы. В частности, вот буквально сегодня для нас очень такое значимое мероприятие состоится. Это закладка первой сваи. Будущий объект третий по счету, построенный в рамках регионального проекта. Помимо Вилюйска и Алекминска, теперь еще один современный технически оснащенный дом для престарелых и инвалидов появится и в Намском районе. Здесь, в Намцах, мы планируем, что вот именно на этой территории возникнет целый такой большой квартал здоровья, территория здоровья. Здесь вот и этот объект будет построен. Рядом будет строиться объект для уже здравоохранения. Еще одно здание так для районной больницы здесь. И, конечно же, это в целом должно, на мой взгляд, повысить качество жизни людей здесь, в Намском районе. Это очень важно, чтобы у нас люди не только в крупных городах, но и в районных центрах наших сельских условия жизни максимально были приближены к комфортным городским. Для самих жителей дома-интерната сие событие – самый настоящий праздник. 89-летний уроженец Чурапчинского Улуса, ветеран тыла и труда Егор Михайлович Феофанов здесь уже 5-й год. Дедушке здесь все нравится, но с переездом в новое здание качество жизни станет еще лучше, признается он. Здесь очень чисто. У нас пятиразовое питание.
Работники интерната очень трудолюбивые, уделяют нам много времени. Кто не будет радоваться строительству нового здания? Мы же переедем в красивое, светлое, полностью благоустроенное здание. И, конечно, от этого безмерно счастливы. В старом здании интерната 90-х годов постройки сегодня проживают 30 человек. Здание не типовое, и хотя снаружи смотрится неплохо, оно не приспособлено для проживания пожилых людей-инвалидов. Вместе с тем, при строительстве нового объекта будут использованы современные технологии. При разработке проекта учли и пожелания самих хозяев. Все время, когда вот они разрабатывали, нам все показывали, конечно, мы свои пожелания тоже вложили, но тем не менее проект очень хороший, будет полностью обеспеченный, здание будет такое, отвечать по всем требованиям, которые требуются для ухода пожилых, будут и лифты, и все двухкомнатные квартиры благоустроенные, все это очень нас радует. Ведут его к концу 2023 года. Помимо современного оснащения, количество койко-мест в новом здании будет вдвое увеличено. Ульяна Шагина, Владимир Павлов, Якутск. В Верхневилюйском УЛУСе к предстоящим выборам готовы к работе 34 участковые избирательные комиссии. Общее количество голосующих составляет 12 997 граждан. Сегодня прошли досрочные голосования в 3 отдаленных наслегах. Это Ыргöt, Дүллүкү и Кырыкый. Число там избирателей примерно где-то 10 человек, наверное, будет. И участковые комиссии уже, все участковые комиссии у нас уже оснащены средствами индивидуальной защиты. И они будут уже с наблюдателями поедут. Завтра состоится торжественное открытие школы-сада на 220 и 100 мест в селе Актем Сахангаласского УЛУСа. Строительство объекта началось в 2019 году. Это первое в районе образовательное учреждение, в котором совместили школу и детский сад. Здание выполнено в форме буквы «Т». 2 корпуса занимает школа, 1 корпус – детсад. Сегодня на территории прошла генеральная репетиция, церемония открытия этого объекта. В данное время идет генеральная репетиция для открытия нашей Актемской средней школы имени Панкратия Ивановича Шадрина, где будет участвовать 300 человек. Из них это учащиеся, учителя-ветераны и приглашенные гости. Конечно, будут соблюдаться все меры предосторожности. У нас три входа, и около этих 3 входов будут стоять определенные люди, которые будут измерять температуру и раздавать маски. К другим новостям: в селе Северная Нюя Ленского района в планах строительство производственных теплиц для выращивания овощей. Также планируется строительство культурно-спортивного комплекса и возложение асфальта от райцентра до населенного пункта. Как в целом живет и развивается это село, в сюжете Анны Кожевниковой из Ленска. Электроэнергия дала старт развития села Северная Нюя. Вместе со светом сюда пришло централизованное отопление, водопровод и другие прелести прогресса. В 2014 году населенный пункт подключили к линии электропередач. У нас появились большие возможности развития села Северная Нюя. Мы в 2016 году запустили скважину, которая находится в муниципальной собственности, которая была специально сделана для того, чтобы... То есть мы все подготавливали для того, чтобы людей обеспечить центральным тепловодоснабжением. В планах у нас через ООО «Батамайская» построить теплицы в селе Северная Нюя, что даст дополнительные рабочие места для сельчан. Сегодня в Нюе работает современная котельная. К ней подключились 15 домов, многие из них за счет районного бюджета. Это такие категории, как пенсионеры, инвалиды, малоимущие. А в рамках благоустройства сельских населенных пунктов на дополнительные средства, которые выделяет ежегодно районная администрация в обоих селах Мурбайского наслега и Северной Нюи, и в Дорожном, установили детские игровые и спортивные площадки, оснащенные уличными тренажерами и со специальными покрытиями. Чего мы хотели, чего мы добивались и мечтали. Это самое главное, о чем мы мечтались, наконец-то все воплотилось в жизнь. Ну, благодаря, конечно, работе сельской администрации. Они такие молодцы, в них столько энтузиазма. И, слава богу, они слышат наши просьбы, правда, на самом деле. Что мы все ездим отдыхать, и ездим не обязательно в большие мегаполисы, а в маленькие населенные пункты ездим отдыхать. То я на своем опыте убедилась тому, что даже в маленьких населенных пунктах в Якутии намного больше благоустройства, чем в средней полосе России.
Проблема в этих населенных пунктах, как и в большинстве, с ФАПами и отсутствием медперсонала. Что же касается культурных объектов, в ближайшем будущем запланировано проектирование типовых культурно-спортивных комплексов для населения численностью до 500 человек. Также на следующий год должны приступить к асфальтированию участка трассы Ленск-Мирный от Ленска до села Северная Нюя. А это даст возможность нюйцам трудоустраиваться в райцентре. Ведь расстояние в 25 километров небольшое. Поэтому у села есть перспективы развития. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Бетинском наследии Амгинского улуса впервые посадили 3 вида саженцев кедра. Лесопарк был основан еще в 2011 году по инициативе общественного эколога Степана Нестерова. А в эти дни парк отметил свой 10-летний юбилей. В честь этой знаменательной даты волонтеры местного экологического движения под названием «Бах» совместно с администрацией Бетинского поселка и Московской ювелирной компанией организовали акцию по высадке 3 видов однолетних саженцев кедра. А эта посадка производится именно экспериментально, потому что не знаем, как они будут действовать. Вот Иван Иванович Шанжаров, «Кедры России» с Калининграда, тоже говорит, сначала надо попробовать в малом количестве, как они будут терпеть суровые морозы Якутии. А потом посмотрим. Если нынче перезимуют, хорошо будут вести себя и именно корни распустят. В следующем году мы посадим всю Якутию, говорит. Жители Якутии могут подать онлайн-заявление о намерении заключить договор о бесплатном подключении газа. Это в рамках социальной газификации. Компания «Сахатранснефтегаз» запустил соответствующий раздел на сайте компании. Там будущий заявитель сможет подробно ознакомиться с условиями и требованиями для участия в данной программе. Основным требованием является зарегистрированное право собственности на земельный участок и жилой дом. Кроме того, жители республики могут подать заявку на подключение в электронном формате через портал госуслуг. Напомним, что по поручению президента России до 2023 года планируется провести ускоренную догазификацию, то есть доведение газа до границы участка в уже газифицированных населенных пунктах. Это будет сделано за счет средств оператора, а не потребителя. Это все к этому часу. Увидимся в 20:00 на Якутия 24 в программе «Итоги дня».